Всем привет, Колкраш на связи. В этом выпуске я хотел бы поделиться с вами информацией о том, возможно ли совершить криптообмен в Монголии. Ну, не совсем криптообмен, а обмен стейблкоинов на монгольские тугрики. В своем случае я пользовался биржей Binance. Я оттуда выводил USDT на платформе Trona TRC20. Также ребята в обменнике сказали, что можно выводить USDT на платформе Ethereum ERC20. О том, как это происходило, смотрите дальше. Ребята, видите эту улицу, где меняют деньги, где обменники? Так вот, я приходил менять по классике бабки, вон туда, сейчас покажу. Вон, видите, Голланд банк написано. Вот, и я спросил, поинтересовался, а у вас можно поменять USDT, теза USDT? Они сказали, да, приносите, обменяем. И я такой сразу подумал, вау, крутяк, это же надо так. Берешь, допустим, USDT на TRC20 или на ERC20 или вообще на BEP20. Неважно, чем. Ну, надо узнать, на чем они меняют. Мне кажется, на Троне. Вот. И закидываешь куда-нибудь в Telegram. Кстати, кто не знал, Павел Дуров в свое приложение добавил Wallet. Там пока что есть биткоин, USDT на Троне и еще Тонкоин. И, кстати, недавно еще вышел USDT на блокчейне Тон. И я сейчас так задумался, это же очень здорово, потому что я взял карту, как называется это мой банк, Россельхозбанка. И там у меня система UnionPay. И эта карта, она не работает у меня. Я вот в CU пытался расплатиться, в GS25. Когда покупал футболку, тоже не получилось. Потом я бузы кушал. Я где-то в 4 местах уже или в 5 местах пытался заплатить этой картой, и она сейчас не работает. Но 2 года назад, я помню, в KFC, когда кушал, я там расплачивался. У меня даже видео есть. Вот, пожалуйста, сейчас я в KFC заплачу картой UnionPay. Банковская карта. Все, оплата прошла. Чек беру. Но то, что вот USDT меняет, это очень классная новость. Сообщаю вам ее одним из первых. Кстати, ребята, у кого уже был опыт менять крипту на тугрики, напишите в комментариях. Я зашел, короче, в обменник, и человек, который совершает обмен, он кушал очень аппетитно гуляш. Прямо вилочкой кушал мясо, и я думал, не буду мешать. Пожелал приятного аппетита, сказал, немножко подожду, попью панч от компании Minute Maid, минутная горничная. Это, кстати, вот американский бренд, у нас в Якутске такого не продается. И я вот в Монголии пробую все такое экзотическое и пью панч. Есть разные вкусы, есть вот с яблоком, пожалуйста, есть с виноградом, вроде как еще есть с этим, как называется-то, ну, когда с ананасом, вот, с ананасовым вкусом есть. Но мой самый любимый вкус это груша. В общем, история такая. Зашел я в тот обменник, там вот старик, который сказал, что обменяет мне USDT на тугрики. И он, оказывается, перепутал. Ему послышалось, что я сказал не USDT, не USDT, а USD. Он имел в виду, что обычные доллары. Обычные доллары он, конечно, поменяет на тугры. А вот тезер, криптовалютный доллар, он сказал, не меняет. Но он посоветовал обратиться к соседям. Говорит, типа, молодежь там что-то занимается этой темой. Решил пройтись и зашел в соседний пункт, да, обмена. И там сидел молодой парниша. И я говорю, типа, вот, можно ли поменять тезер USDT? Он такой, да. Ага, хорошо. И я достаю свой, короче, кошелек Telegram. И говорю, мне нужно поменять 50 USDT на MNT, монгольские тугрики. Он говорит, no. Меняю только от 1000 USDT. Ну, у меня как бы нету сейчас 1000 USDT, да и вообще мне не нужно так много тугриков, да?
Вот, ну я поинтересовался специально для вас. Короче, меняют они USDT ваш, который работает на платформе Ethereum, Ethereum, ERC20. Говорит, возьми с собой приложение Binance, все, он выставит код, и по этому QR-коду можно прямо с биржи Binance перевести 1000 тезер, ну от 1000 тезер на платформе ERC20. Вот Виталик Бутерин красава, да? Ну и хотелось бы сразу предупредить, не надо всю свою котлету брать и закидывать, короче, в ERC20 и приезжать сюда только с криптой. А то вдруг сейчас какой-нибудь братишка смотрит мой влог, такой думает, ага, можно не брать доллары, можно не брать рубли, можно не брать евро, не брать юани, наличку не брать, на карте деньги тоже не держать, взять чисто все в крипте. Потом приезжает сюда братишка, приходит в пункт обмена, а там говорят, нет, мы не меняем. И все, и ему остается тут, короче, бомжевать. Чтобы такого не было, всю котлету это в крипту не переводите. Частично можно. Такие вот рекомендации от Кокраша. И все эти 2 дня мне не давало покоя то, что можно здесь поменять USDT Tether на MNT, на тугрики. Я раздобыл все-таки, по секрету скажу, $1000. И это, собираюсь поменять их. Закинул на Binance. И сейчас пойду к этому братишке, подойду, скажу, все, $1000 есть, давай поменяем. Интересно, сколько это будет в туграх, то есть в объеме каком. Я на всякий случай пакет взял, если что, деньги туда положу. You buy or sell? I'm sell. You sell. Yes. My Tether and you Mongolian Tugrik. В мобильном приложении биржи Binance сканируем QR-код принимающей стороны. В данном случае получатель предоставил адрес кошелька на блокчейне Трона на TRX20. Вводим отправляемую сумму и подтверждаем транзакцию кодами из почты и приложения двухфакторной аутентификации. Готово, USDT успешно отправлены. Ссылка на биржу Binance в описании под этим роликом. Wow. This is all my money? Yeah. This is 2 million. This 1 million. 2 million, 1 million. I'm a millionaire. Sorry, do you speak Russian? No. No? Maybe my friends go to you and change money. Yeah, okay. Yes? Окей, байла. Все, короче, здесь сидит брат. И он, короче, меняет на это. На тугрики. USDT. Все, только что поменял. Все работает. Сейчас главное до дома добраться с пакетом бабок, чтобы гоп-стоп по пути не устроили мне, не хлопнули меня с кэшем, с пакетом кэша. $1000 это 3 миллиона 400 тугриков. Капец. Что теперь с этими бабками делать? Надо будет дождаться, когда тугрик вырастет по отношению к рублю и выгодно продать. Кто-то $1 million boy. I'm a million tugra boy. Yeah. Cash rules everything around me. Cream got the money. Dollar bill, yeah. Тугра bill, yeah. Будущее наступило. Это очень круто. Теперь можно приехать в Монголию. Технически это возможно сделать без денег. Просто, чтобы у тебя на телефоне был кошелек. Ну, желательно не биржевой, а какой-нибудь Трезор, флешечка какая-нибудь. Приезжаешь в Монголию, идешь в пункт обмена, говоришь человеку, что нужно обменять стейблкоины на монгольские тугрики. И он тебе выдает. Но это, сразу хочу предупредить, опасно. Потому что, во-первых, криптовалюта в мире, глобально в мире, она не регулируется пока что. В Монголии нет никакой регуляции. Она находится в серой зоне. Соответственно, если попадется какой-то мошенник,
деньги вернуть не получится. Пиши в полицию заявление, обращайся к местным криминальным авторитетам, никто тебе деньги не вернет. Это очень опасно, поэтому я не советую всю котлету как бы переводить в крипту и ехать в Монголию с ней. Нужно диверсифицировать, я считаю, часть держать в рублях, часть в долларах, часть можно положить на... Часть можно положить в крипту, ну, малую часть. Ну, в общем, как мне сказал братишка, который обменивает, сказал, что он совершает обмены от 1000 долларов USDT. Я хотел поменять сначала 100 долларов. Ну, я же не знаю, как там это, типа, может, он обманет меня, вот, или платеж не пройдет. Но я все-таки решил рискнуть и зарядил ему 1000 долларов. И он меня не обманул, обмен произошел, и меня это очень обрадовало. Так что, ребята, пользуйтесь, но будьте аккуратны. Ну, я эти деньги поменяю потом обратно, дождусь, когда курс тугрика вырастет по отношению к рублю, и я выгодно совершу обмен обратно в рубли, либо в доллары, ну, как получится. И вообще это не мои USDT, у меня вообще нету никаких стейблкоинов, у меня нет никакой крипты. Я просто так вот изучаю, интересуюсь, как это все работает. Мне же интересно, как работает блокчейн, как работают транзакции на блокчейне, что такое токены, что такое коины. Интересуюсь. И вам советую тоже изучать, потому что будущее за криптой. Если информация оказалась для вас полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем респект. Call Crush на связи.